Поэтому... Этот вопрос не задам, меня женщины потом будут ругать. Насчет долгов. Я знаю, что у вас были миллионные долги, но я вас читаю, знаю. У нас сейчас у каждого второго казаха кредиты есть, долги есть. И в основном все вопросы, я вот статистику делала, в основном про долгов. Как избавиться от долгов, вообще откуда эти долги, вот об этом. Вообще как избавиться от долгов? На самом деле, Казахстан очень сильно, не знаю, резко, когда начали кредиты давать, огромное количество людей начали брать кредиты. И плохо в том, что они начали брать потребительские кредиты. Именно не кредиты, которые приносят им доход. Например, есть умные долги, а есть глупые долги. Глупые долги, когда ты берешь, и тебе придется теперь ориентируясь на завтрашний доход, ты оплачиваешь из кармана. Это глупые долги. А умные долги, когда ты берешь, и за них не ты платишь, а рынок платит. То есть ты создал продукт или создал услугу, потребитель, приобретая твой продукт или услугу, он оплачивает за твой кредит. Это совсем другое. Дело в том, что народ не был готовыми. Народ не был готовыми к тому, чтобы столько-то возможностей, финансовые возможности появились. Они это приняли как помощь. Как будто это, можно брать свадьбу делать, можно брать лучшие машины купить, можно ремонт делать, путешествовать. То есть они видели друг друга и подсознательный голод ума. Понимаете? Если у любого человека голод ума, когда видишь, что у соседа есть, давай мы тоже делаем. То есть получается, что начинает расходовать больше, чем зарабатывает. И это приведет к долги. А потом, чтобы эти долги закрыть, они берут новые долги, чтобы закрывать их. Новые долги, чтобы это закрывать их. Я был в долгах, и я знаю, что это такое. У меня было около 3 миллионов долларов долги. Я человек, который пережил очень много падений, боль, страданий. Вот. Скоро будет мой кино, которое будет 11 октября будет в Алмате, премьера. А потом, после 14 будет по всех кинотеатрах Казахстана прокат этого фильма. Вот всем этим людям, кто долги имеет и так далее, я рекомендую обязательно посмотреть этот фильм. Почему? Как раз там вы видите, как я выхожу из этих долгов. Там есть конкретный для человека, который умеет анализировать, сосредоточиться, видеть. Как раз там я показываю, как из них я вышел. Не знаю, к сожалению или с радостью, я попал в долгах 174 человека, и еще 4 банках. Я попал в долги. Конечно, меня пытались убить много раз. Понимаете, меня пытались убить. Я боролся с финполицией Казахстана. И потом Кембе, это бандиты, рекетеры. Господи, кого только я не видел. Я в Казахстане, Кыргызстане достаточно страдал от этих долгов. Очень сильно страдал, на самом деле. И самое интересное, я вернул долги, которые не брал. Просто я стал причиной того, что я привел одного американца в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Он читал тренинги, и он продвигал инвестиционные программы. Сейчас в Казахстане очень много инвестиционных программ. Раньше вот эти инвестиционные программы не было. Это было в 2007 году. Тогда это было не так популярно, люди не понимали, что это такое. Это сейчас они осознанно идут. Хотя и сейчас тоже есть толпа, которые идут непонятно куда, но тогда люди не имели достаточно знаний и понимания о инвестпродуктах и так далее. И они вкладывали в его проектах. Когда он банкротился и как-то так, они все побежали в мой офис, сказали, мы тебе доверяем, его не знаем, мы ему не доверяем, а тебе доверяем, и, пожалуйста, помоги нам вернуть. И я работал, чтобы вернуть людям деньги. Я вернул людям деньги, которые не брал, вы понимаете? Я вернул то, что не брал. Вы когда этот фильм увидите, вы сами поймете, как это происходит, и как, через чего я прошел, чтобы это все долги отдавать и так далее. Почему она называется 1 на миллион? Потому что из миллион один шансов, может быть, у меня были, может быть, не был, стать тем, кто я есть. И поэтому я говорю, что
Идея в том, что если у вас из миллиона один шанс есть, его хотя бы практикуйте, используйте, чтобы достигать результата и так далее. Поэтому обязательно рекомендую ходить посмотреть на этот фильм. И второе, как избавиться из этих долгов, что нужно делать? Первое, научитесь жить по своим средствам. Это важно. Повторяю, научитесь жить по своим средствам. Не надо роскошно жить, когда у вас доход маленький. Это важно. Если вы научитесь жить по своим средствам сегодня, значит завтра будете богато жить. Это закон такой. Сейчас кто научится жить по своим средствам сегодня, он в будущем будет очень состоятельно жить. Это первое. Второе. Научитесь сказать «нет». Научитесь сказать «нет» своим желаниям. Разделите свои расходы на «надо» и «хочу». Разделите свои расходы, особенно в начальном этапе. Слово «надо», слово «хочу». А все то, что «хочу», свои хотельки, откладывайте на потом. Сначала покупайте только что-то, что надо. То есть вы понимаете, что без этого семья не пойдет. Например, надо обувь купить ребенку? Надо, правильно? А теперь, хочу купить новый телефон. Ну, откладывайте его на лучшее время. Не надо прямо. Хочу купить новое платье. Потому что с предыдущим платьем мне все уже увидели. Обычно женщины так говорят. Я хочу купить новое платье на свадьбу, потому что с той платьем меня уже все увидели. Как будто у других другое дело нету. Сидит, они ведут репортаж, они ведут список, какое платье вы носите. Да кому это надо? Поймите правильно. Поэтому разделите статья расходов на «надо» и «хочу». Это первый период своей жизни. Покупайте только то, что надо. Если вы первые 5 лет или 7 лет будете купить только то, что надо, отказывайте от того, то, что хочу. Поверьте моим словам, наступит день, когда всю оставшую жизнь будете покупать то, что хотите. Всю оставшую жизнь у вас шанс появится. Это второе, то, что надо делать. Третье. Помните, что управление денег начинается с управления расходами. Начните с управления расходами. Это важно. Управление денег начинается с управления расходами. Именно это запомните навсегда. Повторяю еще раз. Управление денег начинается с управления расходами. Составьте бюджет расходов, и не выходите из этого бюджета. Например, почитайте то самые расходы, которые средне можно жить, не богато, не бедно. И в первую очередь вот этот бюджет расходов выделяйте эту сумму. Скажем, $300, $500 или $700, я не знаю сколько, или $1000 для вашей семьи, чтобы средне можно было жить. И все то, что вы зарабатываете сверху этого, накопите для инвестирования, для того, чтобы построить денежный поток, чтобы построить источник дохода. Поэтому, например, если вы сейчас зарабатываете $500, у вас расход $300. Держитесь на это $300. Когда у вас будет даже доход в $1000, держитесь на этом уровне. Проблема людей в чем? Проблема людей в том, что параллельно доход, расходы растут. Доход растет, расходы растут. Доход растет, расходы растут. Доход растет, расходы. Параллельно доход всегда, расходы растут. Это всегда так. Поэтому именно такое есть, что параллельно доход, расходы растут. А когда вы разбогатеете, когда доход растет, а расходы вы держите на одном уровне. Если вы сможете расходы держать на одном уровне, при том, когда доход растет, тогда вы добиваетесь большего. То есть эта разница сверху вы можете направить на инвестиции и так далее. Следующий мой совет, чтобы избавиться от долгов. Пожалуйста, запомните. Принимайте решение, что вы больше никогда не будете брать долг. Вы должны останавливаться. Остановитесь дальше брать долги. Иначе у вас долги будут накладываться друг на друга. Вы должны остановиться. Пожалуйста. Вам будет тяжело. Но зато сейчас чуть-чуть будет тяжело, потом нормально. Ведь зато выберитесь из этого. Пожалуйста, остановитесь. Это похоже, что когда человек, который привык курить, когда бросает, первую неделю ему тяжело. Или лентяй, который хочет пойти в спорт заниматься, первую неделю ему тяжело. Взяться начинает. Правильно? Человек, который любит сладости, хочет похудеть, первые 10 дней ему тяжело. Потому что надо менять образ жизни. Это нормальное явление. Некая ломка, как наркоманам. Поэтому вам будет вначале тяжело. Пожалуйста. Поэтому первое, что делайте, остановитесь. Прекратите брать новые долги. Просто остановитесь. Вторая важная вещь. Формируйте бюджет расходов, держитесь на одном уровне. Третья важная вещь. Сверху того, все то, что зарабатываете, направляйте на инвестирование, чтобы построить себе собственный источник дохода.
Четвертая важная вещь, фокусируйтесь на доход. Думайте только о доходе. Это очень важно. Пятая важная вещь, сделайте так, чтобы долги не вы давали, долги не вы раздавали. Сделайте так, чтобы долги не вы отдавали, долги отдавал именно система. Я повторю, не вы должны долги отдавать, долги должны отдавать, система должна отдавать долги. Что это значит? Найдите мою книгу «Долги тают на глазах». У меня есть книга «Долги тают на глазах». Прочитайте эту книгу «Долги тают на глазах» и начните по этой системе отдавать долги. Стабильно отдавая долги по этой системе, но каждый месяц по чуть-чуть надо отдавать. Каждый месяц по чуть-чуть надо отдавать. Каждый месяц по чуть-чуть надо отдавать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть отдавая долги, вы закончите их. Понимаете? Вы не заметите, они очень быстро заканчиваются. Но это надо делать стабильно. Дело в том, что единственный способ избавиться от долгов, это нужно постоянно раздавать. Каждый месяц отдавать. Не один раз, а каждый месяц давать. Каждый месяц отдавать долги, вы быстро избавитесь от них. Это правда. Я с это пришел. Теперь, еще научитесь методикам умения разговаривать, вести переговоры с кредиторами. Есть такие люди, кредиторы называют их. Кредиторы. Бывают кредиторы негативные, бывают отрицательные, бывают проблемные. Надо уметь с ними работать. Кредиторами надо вести переговор, донести до них, объяснить им. Они поймут. В моей жизненной ситуации я много раз с этим столкнулся. Много раз. Меня хотели даже, чуть не хотели убивать даже. Господи, я через чего только не прошел. Но не надо сломаться. Не надо, если вы приняли решение, что я эти долги верну, тогда у вас внутри будет уверенность. Раз. Если вы приняли решение, больше не буду брать долги, внутри будет спокойствие. И самое важное, если ваша совесть честна и ваша совесть чиста, вы победите. Но если у вас хитрость, вы врете, например, синдром должника это какой? Звонишь, телефон не поднимает. Или начнет врет. Он говорит завтра, послезавтра, потом тянет. Не надо обещаниями жить. Нельзя это делать. Нельзя. А потом, не надо телефон отключать. Когда я был в долгах, что я делал? Я звонил людям, которые я был должен. Не они мне. Сначала первые полгода мне было очень тяжело. Потом я начал понять этого. Я понял, что люди начинают негативно обращаться ко мне, потому что они думают, что как будто обманываю хочу их. Поэтому они так к себе ведут. Я начал активно им звонить. Активно. Я делал 2 раза больше звонки, чем они. Каждую неделю звонили. Каждую неделю бомбили их. Я звоню, алло, здравствуйте, Махсат, как ваши дела? Хорошо, нормально? Но не я лично сам, из моего офиса, потому что мне надо было фокусироваться на доход. Вот. Потому что они не дают работать. Я фокусироваться должен был на доход. И мои люди звонили, и говорили, объясняли и так далее. Вот так мы победили, вот так у нас справилось все. И мы говорили, звонили людям, даже денег не было отдавать. Мы звонили, говорили, алло, Махсат, здравствуйте. Или там Лена звонит, здравствуйте. Я звоню из офиса Довлатова. Мы хотим вам сказать, что мы вам скоро вернем деньги. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это всего лишь деньги. Наберите терпение чуть-чуть. Вот мы открывали один бизнес. Скоро у нас пойдет доход. Я вот так построил доход, из дохода отдавал. Построил доход, из дохода отдавал. Первые 3 месяца люди негативные, а потом нормально. Потом они все нормально, потому что они по чуть-чуть получают. Когда по чуть-чуть начинают получать, они хорошо относятся к этому. Здесь около 4700 человек слышит нас сейчас. Около того. 4700 человек. Я хочу сказать вам всем, никогда не берите долги. Пожалуйста, это мой очень-очень важный совет. Никогда не берите долги. Берите, арендуйте деньги, чтобы работать. Если у вас есть бизнес, ладно, для развития бизнеса, когда вы знаете, что у вас есть возможность эти деньги 2, 3, 5 раз увеличить, пожалуйста, берите. А так, никогда не берите долги. Мой совет к вам такой. Никогда не брать долги. Потому что долги создадут внутреннюю уязвимость. Они внутри украдут у вас спокойствие. И они в вашем сознании создают масса, и эта масса начинает давить на вас. Морально начинает давить, понимаете? Она очень сильно начинает на вас давить. Морально очень сильно будет на вас давить. А когда это начинает на вас давить, это проблема. Это проблема. Хорошо? Спасибо. Я очень жду ваш фильм. Да, говорите. Ваш фильм очень жду.
У нас в Астане тоже, наверное, будет, да, вот сказали, 14 октября. Ну, Да. там, наверное, увидим. Во многих городах Казахстана будут широкие прокаты. В широком прокате будет фильм. Идите посмотрите. Оттуда вы возьмете для себя очень много ценного. Очень много.